эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Айсан Николаев провел совещание по развитию микрорайона «Звездный» в Якутске. Руководитель республики поручил ускорить работы по строительству социальных объектов. Премьер-министр республики Кирилл Бычков проверил ход строительства Ленского моста. На сегодня установлено 73 сваи. Детские лагеря в Якутии готовятся принять детей на новый летний сезон. С 1 апреля вступил в силу новый закон, затрагивающий образовательный процесс в детских лагерях. Концерт с лучшими номерами, детский фестиваль и выезд с программой в Улус. В Якутске стартует декада памяти заслуженной артистки России Марфы Колесовой-Расторгуевой. Сетка, паркет и баталии. В Якутске стартовало первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу. Айсан Николаев провел совещание по вопросам развития микрорайона «Звезды» в городе Якутске. Глава Якутии ознакомился с ближайшими планами комплексной застройки и поставил ряд задач. Он отметил, что несмотря на значительный объем выполненных работ, темпы реализации отдельных проектов остаются неудовлетворительными. В частности, руководитель республики поручил ускорить работы по строительству социальных объектов. Поручение он дал по строящейся школе на 990 мест со сроком сдачи в 2026 году, а также распорядился нагнать график возведения детского сада. Премьер-министр республики Кирилл Бычков проверил ход работ на местах строительства Ленского моста, в частности, на правом берегу реки. Председатель правительства отметил активный темп работы подрядчика, отсутствие нареканий. Тему продолжит наш корреспондент Саргалана Неустроева. С начала строительства Ленского моста специалисты успели установить 73 сваи. Нужны они для того, чтобы возвести опоры конструкции, каждая из которых будет держаться на 20 таких установках. Как отметил Кирилл Бычков, все работы ведутся в соответствии с сезоном. Летом с июня будут начаты уже установки свай под все 4 опоры. 3 буровые машины будут работать, поэтому мы рассчитываем, что к концу лета, к первым числам сентября, уже у нас все сваи будут установлены, будут устанавливаться после этого опоры. Но самое главное – благополучно пройти паводковый период. По сообщению представителей подрядной организации, проект строительства предусматривает все риски от поднятия уровня воды в реке. Но на всякий случай специалисты перестрахуются и отбуксируют всю технику из возможной зоны подтопления. Проект предусматривает противопаводковые мероприятия и конструкции площадок, которые на текущий момент отсыпаны. Они предусматривают укрепление площадок от размыва, от ледовой нагрузки. Уровень отсыпки площадок тоже предусматривает, что они с вероятностью 90% выше зоны подтопления. А уже летом после прохождения паводка начнется еще один не менее важный этап строительства моста – установка кофердамов – стальных конструкций, позволяющих создать сухую рабочую зону в русле реки. Именно с помощью них мост будет устойчивым. В полном объеме металлоконструкции кофердамов доставлены. Сейчас выполняется сборка стапеля для сборки кофердамов. И с середины-конца апреля уже начинается основной монтаж металлоконструкции кофердамов. Работы по так называемому наплавному монтажу этих конструкций запланированы на август. Напомним, протяженность мостового перехода составит 4060 километров. С учетом прилегающей трассы 14,5 километров. Полное завершение работ по строительству запланировано на 2028 год. Саргалана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Хаптагай. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о расширении федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. В ней появятся 2 новые подпрограммы по сельскохозяйственной технике и по развитию технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения. В рамках первого направления к 2030 году предполагается разработать не менее 27 новых видов сельхозтехники. Более 4 миллиардов рублей направлено на закупку сельхозтехники, которая затем будет передана в лизинг. В Якутии с 1 апреля проиндексировали на 14,75% пенсию по государственному обеспечению, включая социальные выплаты. Повышение затронуло более 29 тысяч жителей республики. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством, исходя из темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Получателями социальных пенсий являются граждане, не имеющие достаточного трудового стажа для получения страховой выплаты. Одновременно с индексацией социальных пенсий будут повышены и
и пенсии у военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Размеры социальных выплат носят фиксированный характер в зависимости от категории нетрудоспособного гражданина. Неработающим пенсионерам, у которых размер социальной пенсии ниже прожиточного минимума в регионе, получают специальную региональную доплату, которая также зависит от местности проживания гражданина. Индексация проходит проактивно, поэтому обращаться с заявлением для получения выплат в новых размерах не нужно. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете задать их специалистам отделения, позвонив по телефону 8 800 100 0001. В Якутске состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске видному государственному, общественному и научному деятелю Василию Филиппову. Почтили и выразили слова благодарности, признательности сотрудники и коллеги из Академии наук Республики, а также его родные и близкие. Василий Филиппов внес большой вклад в развитие образования и науки Республики, возглавив в 1994 году Академию наук. Кроме того, он являлся народным депутатом 2 и 3 созывов, а после и председателем Палаты Республики Государственного собрания. Для увековечения памяти видного деятеля Якутии к 31 мая планируется установить перед Академией наук Республики отлитый из бронзы памятник. Он был глубоко одаренным человеком, высоко эрудированным, понимал все аспекты, нюансы развития нашей республики, понимал глубоко в экономике и иных сферах. Поэтому мы, те, кто с ним работал в свое время, помним, знаем, чтим, уважаем нашего Василия Васильевича. Учащиеся республиканского лицея-интерната стали победителями на всероссийском турнире по физике. Школьный научный турнир прошел в городе Кирове, где собрались сильнейшие команды России. Лицеисты продемонстрировали примеры физических явлений, блестяще выполнили задания, поэтому в первой и высшей лигах они стали фаворитами учебно-научного турнира. По словам юных физиков, коллектив лицея стремился к высоким результатам 11 лет. 2 года подряд они занимали вторые места. Наконец, на этот раз в упорной борьбе со сверстниками из Москвы и Петербурга две команды завоевали победу. Мы после уроков в школе допоздна оставались и делали домашние задания, не покладая рук. Провели более 100 экспериментов, сделали много графиков, таблиц, много вычислений. Было много разных идей в разных задачах. Нам помогали все время наши учителя с домашними заданиями. На базе Дома юнармии состоялось открытие моста дружбы между Томотом и Докучаевском. Дети посетили этнографический музей города Томот. Гостям рассказали об истории создания Аллеи Славы, сквера учителей. К мосту дружбы присоединился и герой России Игорь Юргин. Дети с радостью приняли участие в этом событии. Юнармейцы из школы номер 8 преподнесли памятные подарки ребятам из Докучаевска, тем самым проявив искреннюю дружбу и теплые чувства. Ну а детские лагеря в Якутии готовятся принять детей на новый летний сезон. Так подготовка стартовала еще в январе со встречи организаторов летнего отдыха. Ну а с 1 апреля в силу вступил новый закон, затрагивающий образовательный процесс в детских лагерях. Подробнее о нововведениях смотрите в сюжете Тимура Колмогорова. На территории республики к работе приступят около 550 детских лагерей разных типов. Их охват составит более 50 тысяч детей. На данный момент в процессе создания реестр, в который войдут все действующие лагеря Якутии. Тем самым родители смогут записать своего ребенка, выбрав любую из представленных смен на портале госуслуг во вкладке «Организация отдыха детей в каникулярный период». В 2025 году в центре запланированы 22 партнерские профильные смены, 8 из которых уже успешно завершены. А летом у нас открываются еще дополнительно лагерь «Кескиль» и «Энергетик». Дети, находящиеся в нашем лагере, получают оздоровительные процедуры, дополнительное образование, а также по партнерским программам посещают тематические занятия, мастер-классы, участвуют на конкурсах, выезжают на различные мероприятия и экскурсии.
Кроме того, с 1 апреля Министерством просвещения Российской Федерации утверждена единая программа воспитательной работы. Она направлена на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и включает в себя ознакомление с искусством и историей России, занятия спортом и формирование интереса к исследованию. Мы в прошлом году задумали у себя в республике реализацию концепции отдыха, оздоровления наших детей. И исходя вот как раз из данных, вот то, что будет в самой программе, да, мы продумали очень хорошую концепцию. Концепция развития до 30 года, сколько лагерей у нас может открыться в республике, мы спрогнозировали, какие они могут быть, какие направления у них могут быть, да, сколько лагерей может принимать какое-то количество детей. Мы приняли в федеральном конкурсе, который называется «Быстро возводимые конструкции». Мы будем как раз-таки возводить в наших населенных пунктах 14 таких быстро возводимых модулей. Уже с 1 мая родители смогут записать своих детей в детские лагеря, используя портал Госуслуги. Там они смогут не только хорошо провести время, но также откроют в себе новые таланты. Тимур Калмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. На Ленских столбах могут временно закрыть подъем на экотропу из-за непогоды. По словам представителей нацпарка, мера направлена на обеспечение безопасности посетителей и сохранение экосистемы парка. Ранее сообщалось, что из автовокзала Якутска до национального парка Ленские столбы со 2 марта запустили экскурсионный автобусный тур. Ну а далее смотрите подборку новостей от наших коллег из Нерюнгринского района. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Нерюнгри продолжается строительство жилого комплекса «Покровские ворота». Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программе «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе. 192 обладателя нового комфортного жилья заселятся в свои квартиры уже в сентябре текущего года. Стать участником программы могут молодые специалисты в возрасте до 35 лет, а также студенты. Для каждой категории разработаны специальные правила получения такого жилья. Благодаря субсидиям из бюджетов разного уровня арендная плата за двухкомнатную квартиру составит около 12-15 тысяч рублей. Здесь предусмотрены по программе арендного жилья одно- и двухкомнатные квартиры. Однокомнатная квартира – это 35-36 квадратов, двухкомнатная – это в пределах общей площади до 50 квадратов. Квартиры сдаются полностью мебелированные и обеспечены всей бытовой техникой, что человек, который заходит в эту квартиру, он имеет все полностью. Холодильники, стиральные машины, телевизоры, всю бытовую технику и также мебель для комфортного проживания. 100 дней до Эсэха Аланхо районная акция с таким названием состоялась в Нерюнгри. В центре города в торжественной обстановке был дан старт обратному отсчету до начала масштабного национального праздника. Республиканский национальный праздник Эсэх Аланхо станет одним из ключевых мероприятий, приуроченных к юбилейной дате 50-летию образования нашего Нерюнгринского района и города Нерюнгри. И мы сегодня запускаем отсчет обратный, 100 дней до Эсэх Аланхо. Организационным комитетом проводятся все необходимые мероприятия, чтобы провести этот наш праздник на самом высоком уровне. Республиканский театр кукол города Нерюнгри отпраздновал свой юбилей. Праздничное мероприятие прошло в формате театрализованного капустника, в котором были представлены отрывки из спектаклей разных лет. Некоторые из этих постановок уже давно не идут в репертуаре театра, поэтому встреча с любимыми героями стала особенно трогательной. На самом деле заниматься куклами – это замечательное дело. То есть это, я не знаю, это какое-то волшебство, которое тебя не отпускает. Я в этом театре работаю с 1986 года. То есть для меня это вся моя жизнь в этом театре. Поэтому это мой дом. Здесь я живу, здесь я творю, здесь я дышу творчеством. За все годы работы театр кукол многократно становился участником и лауреатом различных фестивалей, является обладателем различных наград, в том числе и «Золотой маски». Но все-таки главная награда для артистов – это не медали и грамоты, а детский смех и хорошее настроение, которое они дарят каждому своему зрителю.
Юные хоккеисты из Нерюнгри завоевали кубок в Китае. В Харбине прошел турнир по хоккею среди детей 2014-2017 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 10 команд из разных провинций Китая, а также команда «Энергия» 2015-2016 из Нерюнгринского района. В целом турнир показал хороший уровень иностранных игроков, да, то есть из стороны КНР. Вот, ребята очень способные там. Турнир в целом проходил очень на достаточно высоком уровне. Игры были все напряженные, то есть не было таких перевесом шайб в 10 штук, в целом все понравилось. От нашей команды ездило 12 человек, то есть 11 полевых, 1 вратарь. Таким составом и дошли до первого места. Ребята молодцы, бились самоотверженно, с первой до последней секунды. Наши юные спортсмены продемонстрировали слаженную командную работу, высокий уровень подготовки и, как результат, отличную игру. И в упорной борьбе завоевали главный трофей турнира. На этой неделе мы узнаем о правилах безопасного поведения на водных объектах в весеннее время, расскажем о достижениях юных пловцов и побываем на мероприятиях, посвященных столетию Гаврила Чиряева. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а в селе Пригородный состоялось торжественное открытие улицы, названной в честь общественного деятеля и заслуженного артиста якутской автономии Петра Пестрякова. Новая улица протяженностью 1 километр получила имя известного деятеля в знак признания его вклада в развитие культуры и общественной жизни республики. Концерт с лучшими номерами за историю цирка, детский фестиваль-конкурс «Мамонтенок», заседание и выезд с программой в Улус. 3 апреля в Якутске стартует декада памяти заслуженной артистки России, народной артистки республики Марфы Колесовой-Расторгуевой. Тему продолжит Марфирина Алексеева. Как вспоминают зрители и поклонники Марфы Петровны, на ее творческих вечерах всегда был аншлаг. Концерт мог длиться несколько часов, и все присутствующие выходили с мероприятия вдохновленными. Именно такую атмосферу хотят воплотить и сейчас. Все ее творческие концерты она в основном организовывала сама. И все сценарии сама писала. И народ любил. Она сама вела концерт. Очень профессионально. Марфа обладала такой какой-то магической силой, энергетикой и очень притягивала к себе зрителя. Когда она начинала говорить, петь и в основном беседовать со зрителем, это уже создавало очень интересную, совсем своеобразную атмосферу. В программе «Декады» концерт, в котором примут участие родственники, близкие друзья и коллеги. Прозвучат песни Марфы Петровны и будут представлены лучшие номера за историю цирка, в создании которых приложила руку сама именитая артистка. И совместно у нас такой этноколоритный такой блок. В этом концерте будут принимать участие такие, как наши цирковые номера, которые принимали участие на международных фестивалях. Мы будем показывать. И, конечно же, тут будут участвовать все артисты и работники цирка, получается. По блокам я их всех разделила. Старый добрый цирк – это, получается, наши артисты, которые именно в начале создания цирка они работали, когда они работали. Также в рамках «Декады» состоится 22-й детский фестиваль «Мамонтенок», который инициировала Марфа Петровна 22 года назад. В 1999 году первый фестиваль «Мамонтенок» с этим инициативой Марфы Петровны было. А там у нас коллективов 25 было. Большая радость была у Марфы Петровны, чтобы дети, именно воспитанники детской цирковой студии до того выросли, до того они даже остались к нам работать у нас в цирке, как молодые артисты цирка. Завершится ряд мероприятий выездным шоу на родину артистки в Мегино-Кангаласский Улус. Всю жизнь Марфа Колесова-Расторгуева посвятила становлению якутской эстрады и цирка. Ее проекты развиваются и живут по сей день. Марфирина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск.
компания «Саха» недавно отметила победу команды на спартакиаде профсоюзов культуры, что стало подтверждением соблюдения здорового образа жизни сотрудниками. Для поддержания физической формы в компании открыт новый спортивный зал. Он оснащен новейшими беговыми дорожками, велотренажерами, силовыми тренажерами, а также полным комплектом штанги и гантелей. Компания уверена, что представление сотрудникам возможностей для регулярных тренировок положительно скажется на их здоровье и работоспособности. Открытие спортзала станет трамплином для достижения еще больших высот в спорте. Среди наших сотрудников есть спортсмены практически по всем видам спорта, и мы постоянно их поддерживаем. И в прошлом году мы решили открыть у себя большой, полный, многофункциональный спортивный зал, чтобы все сотрудники могли с утра до вечера ходить в спортивный зал. Очень надеюсь, что этот спортзал будет дарить не только хорошее настроение нашим сотрудникам, но и повысится производительность труда. Путевки на финальную часть игр «Манчары» разыграют до 15 июня. На сегодня разыграно 774 путевки на финальную часть 22-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Проведено 6 отборочных чемпионатов. В этом году планируется построить 6 спортивных объектов к играм «Манчары». В Итаккёле ведут многофункциональный оздоровительный спортивный комплекс и стадион на 1000 мест. Будут созданы модульные спортивные залы в Черкёхе Татинского улуса, Чапанде Нюрбинского улуса и умная спортивная площадка в Вилюйске. В Кресхальджа и Тампонского района идет строительство спортивного зала. Волейболисты борются за корону Дальнего Востока. С сегодняшнего дня Якутск стал центром волейбольных баталий, принимая первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу среди юношей и девушек. 9 сильнейших команд из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Магаданской областей, Бурятии и Якутии борются за чемпионский титул. О первом дне соревнований расскажет Дарья Короленкова. Во втором матче первого дня на площадке команда Бурятии продемонстрировала свои навыки, начав игру с мощной подачи против сборной Хабаровска, одного из сильнейших соперников. Матчи проходят по круговой системе, и победителем становится команда, первая одержавшая 3 победы, согласно правилам Всероссийской Федерации волейбола. Председатель Дальневосточной ассоциации волейбола Олег Павкин подчеркивает высокий уровень команд. Это одни из сильнейших команд Дальневосточного федерального округа на протяжении последних лет, несомненно, всегда практически, да, участвуя в соревнованиях дальневосточного уровня, эти команды входят в призовую тройку, либо становятся победителями первенства Дальневосточного федерального округа. Поэтому это играют, можно сказать, одни из лидеров. Согласны с этим мнением и игроки сборной Магадана. Они настроены решительно и готовы дать бой фаворитам, несмотря на серьезную конкуренцию. 2 месяца упорных тренировок ради этой цели. На данный момент Бурятия, как я считаю, они такие, ростом хоть и низкие, но прыгают достаточно высоко. Нужно большинство приемов. А от приема и все как раз таки зависит. То есть, если не будет приема и не будет удара и паса, все. А вот хозяева площадки сборной Якутии готовились к первенству месяц. Ребята верят в свои силы, ведь дома и стены помогают. Это такое же первенство было в городе Лесозаводск, Приморский край, среди 7-8 годов. Там 4-е место, по-моему. А сейчас должны победить в своих домашних соревнованиях. Родные стены, родные края. Надеюсь, победим. Но мы готовы. В первую очередь, конечно же, прием, защита. Без этого атаки не будет. И надо блок. Надо, конечно, свою игру сыграть, главное. По итогам соревнований победители получат статус чемпиона Дальнего Востока в своей возрастной категории. Кроме того, первенство является отборочным этапом к финалу летней спартакиады молодежи, который проводится в России раз в 4 года на уровне с Олимпиадой. У победителей будет возможность представить Дальний Восток на российских соревнованиях. Дарья Короленкова, Иван Сорокаумов, Якутск. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий.